В прямом эфире «Якутия-24» вы смотрите «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Добрый вечер. «Не влезай, убьет». По республике закрыли все главные ледовые переправы, но отчаянные водители продолжают переправляться через тающие зимники. ГИБДД выставит посты. Маски не годятся, нужны противогазы. Так жители одного из домов в Якутске жалуются на выбросы ядовитого дыма от стоящих рядом колбасных цехов. У людей начало страдать здоровье. Кандидаты в кандидаты определены. По республике подвели итоги предварительного голосования партии «Единая Россия». Ответственная пора для будущих выпускников. Школьники повсеместно ведут активную подготовку к грядущему единому госэкзамену. Сюжет из Алданского района. Тяжело в учении, легко в бою. Пожарные Якутии соревновались в эстафете с элементами кроссфита. Это 13 испытаний на силу и ловкость в полной экипировке. До конца мая Дальний Восток получит финансирование точек роста. Подкомиссия по вопросам реализации инвестпроектов поддержала инициативу Минвостокразвития об ускоренном выделении финансирования на социальную инфраструктуру. Сейчас завершается процесс формирования дальневосточных разделов во всех 29 госпрограммах. В ближайшие 3 года макрорегион получит 602 миллиарда рублей из федерального бюджета. Деньги направят на возведение и реконструкцию дорог, строительство дамб, больниц и прочее. Регионам выделили 41 центр экономического роста на Дальнем Востоке, в том числе 5 центров в Якутии. 300 миллиардов рублей может составить стоимость проекта по глубокой переработке природного и попутного нефтяного газа, добываемого на Ерыктинском месторождении. С проектом ознакомили представители якутского правительства. Делегация из республики на днях с рабочим визитом побывала на производственных площадках в Усть-Кутском районе. Чиновники осмотрели установки по перекачке и подготовке углеводородного сырья. Объекты газового проекта особое внимание уделили вопросам экологии. Материнский капитал стал для россиян способом улучшить жилищные условия. Такие выводы делают в Минстрое страны. За 10 лет действия этой программы в ней приняли участие 8,5 миллионов семей. В общей сложности свое благосостояние улучшили 86% участников программы. Эксперты отмечают, что желание россиян направить мат-капитал на покупку жилья говорит о том, что квартирный вопрос стоит по-прежнему остро. В федеральном Минстрое также отметили, что в прошлом году в России ввели в эксплуатацию почти 80 миллионов квадратных метров жилья. Президент России поручил ведомству к 2025 году выйти на показатель в 120 миллионов квадратов в год. Что касается Якутии, то по данным за несколько лет объемы строительства жилья выросли в 2 раза. По этому показателю регион занимает первое место на Дальнем Востоке и находится в десятке лучших по всей стране. К другим новостям. По республике закрыли все ледовые главные переправы, в том числе основную – Якутск, Нижний Бестях. Такое решение вынесла госинспекция по маломерным судам. Однако, несмотря на это, водители на свой страх и риск продолжают переправляться через тающие зимники. Репортаж с Аргаланы Федоровой. Несмотря на официальный запрет, автомобили по-прежнему ездят через переправу Якутск-Даркылах, Нижний Бестях. За час проехало около 100 машин. Однако фактического нарушения нет, ведь не установлен запрещающий дорожный знак. В связи с быстрым таянием льда переправы стали небезопасными для передвижения техники. Сегодня утром специальная комиссия проверила техническое состояние ледовой переправы, измерила толщину и структуру льда. Структура льда рыхлая, толщина 80 сантиметров. Межведомственная комиссия выписала приказ по закрытию переправы. Выезд на лед будут контролировать патрули ГИБДД. Нарушителям грозит штраф. После окончания работы комиссии межведомственной будут установлены знаки с обоих берегов, что движение закрыто. Сейчас какая обстановка на реке? Там сплошняком вода, грязь на островах.
колея, и двигаться вообще невозможно. Помимо 3 переправ города Якутска, с сегодняшнего дня закроют 22 ледовые переправы в районах Якутии. Закрываются ледовые переправы также с сегодняшнего дня по Вилюйской группе районов федеральные и 4 республиканского. Значит, по Вилюйской группе, за исключением Вилюй-Жиганск республиканской, которая планируется к закрытию с 20 апреля. Альтернатива ледовой переправе – суда на воздушной подушке. 5 катеров работают с 6 утра до 8 вечера. Проезд – 1000 рублей. А лед тронется, там уже посмотрим. Может быть, даже несколько дней, 2-3 дня, там, когда уже такой лед идет густой, когда везешь по 3-4 человека, по 5 максимум, тогда может быть, цена добавится на 500 рублей. Это уже расходы топлива. Муниципальные переправы Вилюйской группы улусов закроют в конце этой недели. А чуть позже, с 25 числа, выход на лед будет запрещен и в северных районах республики. Саргалана Федорова, Григорий Хлопков, Якутск. Пожарная часть номер 10 поселка Кангаласы сегодня объявила голодовку. Причина – нарушение трудового законодательства. Сотрудники части потребовали для себя более лояльных условий труда и повышения зарплат. Правда ли все плохо в этой части или тому есть другие причины? На месте событий работала наша съемочная группа, рассказывает Ольга Лысак. Конфликт интересов между начальником государственной противопожарной службы в Якутии и трудниками части номер 10 поселка Кангалас чуть не перерос в массовую голодовку пожарных. Но председателю Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности Юрию Зайцеву удалось уладить конфликт сторон в ходе посещения части. Русские, значит, у них дежурная смена сутки через трое. Это нормальная, значит, сетка и распорядок. Но есть предложение перевести на 12-часовой рабочий день. Также тоже будем эти вопросы рассматривать. Может, на 8-часовой рабочий день. Но для этого надо с людьми все равно встретиться и обсуждать эти вопросы. По статданным, за последние 5 лет в Кангаласах произошло 12 пожаров, из которых 2 в прошлом году. И все остальное время они ждут вызова и несут службу согласно распорядку дня. С 9 до 12 у нас учебные занятия. С часу до 2 у нас обед, принятие пищи. С 2 часов до 3 психологическая разгрузка, потом занятия техникой с 5 до 7, культурно-массовый отдых, просмотр телевизора и отбой, ужин и отбой. По большей части пожарные недовольны отношением к ним со стороны руководства ГПС. Они обвиняют свое начальство в дискриминации их прав, невыплате 13-й зарплаты, недокомплектации обмундированием и в целом отсутствием материально-технического оснащения части. Хотя в ангаре стоят 2 новенькие пожарные машины, которые были получены в конце 2015 года. Тогда в рамках модернизации автопарка бюджетом Якутии было закуплено 116 автомобилей. Это было первое крупное обновление пожарной и автомобильной техники за всю историю существования противопожарной службы не только республики, но и России. По итогам встречи Юрий Зайцев потребовал закончить голодовку, поскольку часть поставленных вопросов не имеет под собой оснований. Пожарные согласились с такой позицией. На данный момент им направлено официальное соглашение Госкомобеспечения, с которым они должны ознакомиться. Сусанна Рожина, Ольга Лысак, Георгий Григорьев, Якутск. Об этой ситуации в пожарной части поселка Кангаласы рассказали сегодня председателю правительства Евгению Чекину. Он отметил необходимость скорейшего разрешения ситуации в интересах работников пожарной части и поручил Госкомитету по обеспечению безопасности произвести необходимые расчеты по зарплате и выделению спецодежды. Заявку направят в Министерство финансов республики. По итогам совещания решено создать правительственную комиссию, которая проведет служебную проверку в отношении руководства Государственной противопожарной службы Якутии. К другим новостям: в 2 раза подешевеют этим летом билеты на водный транспорт из Ленска до Витима, Пеледуя, Хамры и Ярославского. Решение о субсидировании перевозок приняли в администрации Ленского района. Из муниципального бюджета на эти цели планируют выделить около 10 миллионов рублей. Предположительно, цены на билеты на теплоход Полесье сократятся в 2 раза.
Ну а в Мирном появится новый аэропорт. Проект объекта должен быть готов к концу июля этого года. Алроса уже объявила тендер на проведение инженерно-экологических изысканий по проекту. Заявки принимают до 26 апреля. 30 мая компания выберет победителя. Финансирование составит 13 миллионов рублей. На первом этапе планируют построить двухэтажный аэровокзал, рассчитанный на прием 300 пассажиров в час. Ну, кроме того, административное здание, грузовой терминал и склад горюче-смазочных материалов. Школьники повсеместно ведут активную подготовку к грядущему единому государственному экзамену. Как сдавали ЕГЭ в прошлые годы в Алданском районе и что можно предпринять, чтобы достойно пройти экзамены, рассказывает Татьяна Вахнина. До главных школьных экзаменов осталось совсем немного. В 2018-м в Алданском районе ЕГЭ сдают почти 270 человек. Это 11-классники и выпускники прошлых лет. Знания по основным предметам, математике и русскому языку предстоит показать всем. В качестве дополнительных большинство школьников выбирают обществознание, биологию и физику. Литературу сдают единицы, а вот количество химиков и лингвистов растет. 5 лет тому назад вообще вот у нас 3, 4, 5 человек до 10 сдавали в химию. Сейчас уже их много. Английский язык было мало. Ну, по сравнению с показателями республики, наверное, все-таки меньше. Да? Но у нас где-то 25-30 человек ежегодно сдают английский язык. Подготовки к экзаменам много не бывает. Ее может быть только недостаточно. В прошлые годы удача улыбалась не каждому. По выбранным предметам некоторый процент выпускников получил неудовлетворительные оценки. Это обстоятельство педагоги объясняют сложным уровнем заданий. Мы советуем что? То есть, чтобы, значит, или выбирали несколько предметов, чтобы у них был запас, да, и можно было тогда выбрать какой-то другой вуз, или же, значит, готовиться лучше. Подготовиться к экзаменам можно разными способами, как с помощью репетиторов, так и посредством дистанционных занятий, которые предлагают некоторые вузы. В прошлом году по русскому языку 2 человека показали блестящие результаты. Они набрали 100 баллов. У нас появилось в районе 2 100-бальника. Это, значит, Писарева Алина, гимназия, город Алдан, и Ляшенко Анастасия, школа номер 8. 7 человек у нас сдали по 98 баллов, то есть буквально один вопрос они не ответили, что тоже очень отрадно. Вместе с 11-классниками со школьной скамьи встанут более 100 подростков. Ежегодно примерно 40% девятиклассников делают свой профессиональный выбор. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Пожарные Якутии соревновались в эстафете с элементами кроссфита. Турнир состоялся в столице. 4 команды прошли 5 этапов, включающих в себя по несколько силовых видов спорта. Сюжет с Аргаланы Захаровой. 13 испытаний на силу и ловкость. Кроме привычных для традиционного кроссфита дисциплин, перетаскивание колеса и жим гири, бойцам МЧС нужно было перенести пострадавшего, собрать и размотать пожарный рукав. Судьи подчеркивают, главное не скорость. Судьи будут считать правильность выполнения упражнений. Если там какие-то упражнения неправильно будут, они могут там не засчитывать, тогда человек будет терять время, выполняя правильность этого упражнения. И все это в полной экипировке. За сколько времени он должен одеться? Одеться? Да. Но у нас есть нормативы специальные, то есть в составе звена либо одному 20 секунд где-то так. В комплект входят куртка, штаны, увесистая каска, маска, перчатки, сапоги, баллон с кислородом. Сейчас на мне почти 30 килограмм полного боевого снаряжения пожарного. Кроссфит сам по себе как вид спорта требует особой спортивной подготовки. А когда на тебе столько оборудования, то это становится на самом деле тяжелым испытанием. Но опытные пожарные играючи справляются со всеми заданиями. Тяжело в учении, легко в бою, говорят бойцы. Мы же всегда кидаемся головой, всегда на пожары, всегда на спасение людей, имущества. И как бы у нас теория всегда зачеты сдавать, все у нас обязанности учитывать. Это самое сложное. Самый зрелищный этап силового экстрима – перетягивание машины с помощью каната. За считанные секунды внедорожник пересекает финишную прямую. Я уже не в первый раз участвую. В прошлом году в Иркутск ездили. Чемпионат России. Заняли там 6-е место. Команд было много очень. Ездили без подготовки.
в этом году поедем уже готовые. Примечателен тот факт, что кроссфит берет истоки именно у пожарных. В Америке, в Якутии подобные соревнования проводят с прошлого года. Уже в этом месяце сильнейшие бойцы противопожарной службы вновь защитят честь республики на всероссийском первенстве, которое пройдет в Иркутске. Саргалана Захарова, Павел Пахомов, Якутск. Сейчас короткая реклама. Оставайтесь с нами и смотрите во второй половине итогов дня. Маски не помогают, нужны противогазы. Вот так жители одного из домов в Якутске жалуются на выбросы ядовитого дыма от стоящих рядом колбасных цехов. У людей начало страдать здоровье. ДТП в центре. В столице на перекрестке столкнулись «Газель» и иномарка. Транспорт опрокинулся. Первая рассада была в марте, урожай уже скоро. В Алдане появилась первая круглогодичная теплица. Кто открыл и как ведет дела. Весеннее настроение в Ленске. В воскресенье организовали народные гуляния. Отдыхали как взрослые, так и дети. Это Якутия-24 в прямом эфире. Мы продолжаем выпуск «Итоги дня». Накануне по всей республике прошло предварительное голосование партии «Единая Россия» по кандидатурам для последующего выдвижения кандидатов в депутаты Госсобрания Илтумен. Картина результатов по городам республики выглядит следующим образом. По Алданскому одномандатному округу и партийному списку больше всех голосов набрал Николай Миронов. По Мирнинскому одномандатному округу и по партийному списку победил Сергей Андреевский. Далее по Нерюнгринскому одномандатному округу всех опередил Александр Кашуков, а по партийному списку Дмитрий Баранов. И, наконец, по Ленскому одномандатному округу большинство голосов набрал Владимир Шардаков, по партийному списку Игорь Закирко. Всех жителей Мирного приглашают принять участие в публичных слушаниях по исполнению городского бюджета. Собрание пройдет 19 апреля в районной администрации. Все заинтересованные жители могут заранее направить свои предложения, замечания и рекомендации по данному вопросу в Оргкомитет по проведению публичных слушаний администрации Мирного. Только за апрель текущего года по республике произошло 166 дорожно-транспортных происшествий. Травмы в этих авариях в общей сложности получил 21 человек. Одно серьезное ДТП случилось сегодня в центре столицы. Репортаж Дмитрия Тымырова. Водитель автомобиля «Газель» ехала на высоких скоростях на перекрестке на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Тойота». Водителя иномарки увезли на карете скорой помощи. Сегодня утром в 8:30 был доставлен водитель автомашины «Тойота», который подозрение на переломы. После осмотра консультаций переломы исключили и по месту жительства отправлен домой. 21-летний водитель «Газели» не пострадал. Он ехал со стороны Октябрьской. От полученного удара хлебовозка опрокинулась на левый бок. Автомобиль пришлось загрузить на манипулятор и увезти. В столичной госавтоинспекции сообщили, за сутки происходит более 10 дорожно-транспортных происшествий. И все они из-за несоблюдения правил дорожного движения. Всего на территории города Якутска за 3 месяца текущего года произошло 871 дорожно-транспортных происшествий, из которых в 110 дорожно-транспортных происшествиях получили травмы различной степени тяжести участники дорожного движения. А в Центре экстренной медицинской помощи Республиканской больницы номер 2 за первый квартал этого года поступило 134 обращения. 37 участников автомобильных аварий госпитализировали. Автоинспекция города Якутска еще раз напоминает водителям, необходимо соблюдать скоростной режим. Повышенное внимание у автобусных остановок, школ и детских садов. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. Тем временем с начала весны в столице стражи порядка зафиксировали 3 случая угона транспорта. ГАИ призывает автолюбителей якутян быть бдительными. С началом наступления тепла и также в весенне-летний период у нас как каждый год происходит угон транспортных средств, поэтому всех автолюбителей просим отнестись к этому очень серьезно и заблаговременно устанавливать автосигнализации, либо какие-либо пассивные средства безопасности, чтобы избежать данных случаев краж своих транспортных средств.
Жители одного из домов по улице Некрасова в Якутске жалуются на выбросы ядовитого дыма. По словам жильцов, едкий запах все эти годы идет от расположенных рядом колбасных цехов. У людей начало страдать здоровье. В ситуации разбиралась наш корреспондент. На протяжении 10-12 лет жители дома Некрасова 3 страдают от едкого запаха коптильни. Рядом с домом находится целых 2 мясоперерабатывающих завода. Ольга Кульша живет здесь четверть века. После строительства 2 цехов здоровье женщины резко ухудшилось. Аллергия, бронхит, астма, букет легочных заболеваний. Это настоящий крематорий, и все, что они там производят, все идет в наши вот окна. Видите, 5 метров от нашего дома. 5 заводов нас окружают, маслозаправочная станция окружает. И еще умудрились, поставили 2 коптильни прямо к нам под окна. Круглые сутки работает перерабатывающий цех. Коптильня находится в нескольких метрах от жилого дома. Окна квартир всегда закрыты. Возможно, там есть оборудование, но которое действительно, как Оля говорит, не включают. Они не включают, они хитрят. Мало того, что кругом нарушены наши права, санитарные нормы нигде не выдержаны, и СНИПы не выдержаны. Сотрудники завода от комментариев отказываются, ссылаются на генерального директора. Тот, в свою очередь, отправляет на встречу с журналистами заместителя. Ответа на жалобы местных жителей у менеджера нет. Проблему взяли под контроль в управе промышленного округа. Мы понимаем жителей, да, у них есть претензии. И единственным, скажем, судьей здесь может решить этот конфликт, это только Роспотребнадзор. В Роспотребнадзор написали и мы письмо, и управляющая компания, и ХАТУАЗ, для того, чтобы Роспотребнадзор выехал, сделал соответствующие анализы, выписал соответствующие предписания. Жильцы обращались в Роспотребнадзор. Ответа до сих пор нет. Люди уже не ждут помощи. Готовятся закупать медицинские маски, чтобы дышалось легче. Только люди не уверены, что это поможет. Говорят, в каждую квартиру нужен противогаз. Кристина Якупова, Павел Пахомов, Георгий Григорьев, Якутск. По Якутии выявили почти 55 тысяч нарушений пожарной безопасности. Речь идет о местах массового скопления людей. В основном это торгово-развлекательные центры. В общей сложности внеплановые проверки провели в 17 тысячах мест. Почти в половине выявили нарушения. В основном это неправильная работа автоматических систем пожарной сигнализации и пожаротушения, а также нарушения, связанные с аварийными выходами. Напомню, что проверки инициировала прокуратура страны после пожара в Кемерово, который унес жизни 64 человек, в том числе более 40 детей. В Алдане появилась первая круглогодичная теплица. Местный фермер планировал освоить овощеводство давно, и как только появилась такая возможность, сразу приступил к работе. Первую рассаду в теплицу хозяин высадил в марте. Через несколько недель рассчитывает снять урожай. С тонкостями аграрного дела ознакомилась Татьяна Вахнина. Кинза, петрушка и салат наливаются сочной зеленью. Недели через 3 поспеет первый урожай огурцов. Рассаду в коробы фермер Закир Алиев высадил в марте, а теплицу возвел прошлым летом. Как показала зима, микроклимат здесь вполне подходящий, чтобы выращивать зелень и овощи круглый год. Раньше занимались просто как бы летний период только, а сейчас круглый год будем заниматься, если удастся. Закир занимается сельским хозяйством без малого 20 лет. В большом хлеву несколько десятков буренок. В противоположном крыле похрюкивают свинки. Один из отсеков занимают любопытные козочки. Часть здания принадлежит овечкам. Все они кормильцы. И не только для большой семьи Закира. Предпочтение мясу и копченостям местного производства отдают многие алданцы-гурманы. Хорошая продукция, нормально все. Свежая всегда. Мечту о растениеводстве Закир лелеял давно. Как только позволили финансы, хозяин расширил деятельность своего подворья. В теплицу подведено отопление, установлены кондиционеры, лампы фотосинтеза и система капельного полива. В ближайшее время коробы будут полностью засеяны. Летом помощников станет много. На каникулы приедут дочери Закира. Младшая заинтересована очень. Она вот каждый день звонит. И нам звонит, интересуется. И туда ребятам звонит, интересуется. Без нас даже это. И она хотела, конечно, поступать в сельское хозяйство. Поступила в другое. Говорит, я все равно
хозяйством буду заниматься. Овощи и зелень Закир планирует выращивать круглогодично. Ухаживать за растениями будет профессионал. На работу в теплицу фермер пригласил агронома. В мае специалист приступит к делу. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. В Нерюнгри прошли первые соревнования по киберспорту. Участники состязались в двух дисциплинах – FIFA 2018 и Hearthstone. Соревнования собрали большое количество любителей компьютерных баталий. Победителей наградили кубками и денежными призами. А в Ленске в минувшее воскресенье организовали народные гуляния. Разнообразный отдых в этот день ждал как взрослых, так и детей. Сергей Евсюков подробнее. Несмотря на плохую погоду и слякоть, затопленные участки улиц, на центральной площади города собралось достаточно много народу. Организаторы постарались сделать так, чтобы выходной у ленчан прошел с максимальным удовольствием. У нас была подготовлена музыкальная, так скажем, развлекательная программа, которая включала в себя концертные номера и викторины, конкурсы, игры прямо на сцене. Выступления вокальных и танцевальных коллективов, отдельных исполнителей и групп, розыгрыши и шутки. Все это в своей массе не давало скучать зрителям, которые с удовольствием подпевали артиста. Если согреться не помогал танец, желающие могли выпить горячего чая и отведать шашлык. В общем, зрители и участники остались довольными праздником. Ну, вы знаете, концерт замечательный. Конечно, очень радует, что в нашем городе уделяется внимание здоровому досугу. Ребята все прекрасно исполняли, выступали. Но более всего организаторы уделили внимание детям. Для самых маленьких батуты и игровые приставки в развлекательном центре «Спектр». А на улице малышню ждали ростовые фигуры и игра в дартс. Однако самым популярным увлечением детей в этот день стала езда на двух маленьких якутских лошадках, которые катали наездников по парку. Ну, с утра я в первый раз был, а вот сейчас уже второй раз. Мне очень понравилось. Молодец. Не страшно? Нет, там только если привыкать, то вообще будет не страшно. Сергей Евсюков, Виталий Андреев, Ленск. Таковы итоги дня. Смотрите Якутию 24 и будьте в курсе.